Максимально открытый прямой разговор. Такой формат общения с жителями, руководителями республики при участии двух ведущих телекомпаний в Туве реализован впервые. Прием обращений на различных интернет-площадках и в специальном колл-центре стартовал с 5 августа, но проблемы кажунов, городов и сел, жалобы жителей начали фиксировать еще во время инспекционных выездов в РИО главы Тувы муниципальные образования. Перед собой поставил цель посетить каждый район, каждый город, своими глазами увидеть, как живут земляки в разных уголках нашей республики. Сложно принимать те или иные решения, когда не полностью погружен в эти довольно трудные вопросы. Я посетил сейчас почти все районы, кроме самых труднодоступных. Я в ближайшее время обязательно там побываю. Мне очень важно получать обратную связь от земляков, поэтому я решил выйти на прямой разговор. Всего на прямой разговор поступило более 1000 вопросов в письменном виде, по телефону или как видеообращение. Первые места в рейтинге актуальности занимают вопросы по социальной защите, строительству жилья, ЖКХ, энергетике, земельных отношений. По сути, это и есть тот клубок многолетних проблем, которые предстоит распутать, не откладывая в долгий ящик. В этом плане показателен пример труднодоступной Монгун-тайги с ее сложной обстановкой на дорогах, перебоями в электроснабжении и нехваткой оборудования в больницах. Я представитель индивидуальных предпринимателей Монгун-тайгинского кажуна Сая Далана Михайловна. Мы очень просим изучать нашу дорогу. У нас никогда не была асфальтированная дорога. Всю жизнь мы ездили на грунтовых, и то качество дороги очень плохое. Поэтому мосту ездить очень опасно, особенно большегрузных машин. Именно когда уже время возить уголь организациям и жителям района. В правительстве понимают, ожидания у людей большие, поэтому в РИО главы требуют, чтобы органы местного самоуправления, министерства и другие ведомства не ждали указаний сверху, а исполняли свой прямой функционал и решали проблемы на местах. Это и стихийные свалки, и неразбериха с земельными участками, и нехватка водоколонок. Случай из разряда недопустимых. В селе Байхак во время урагана на частный дом упала электрическая опора. Прошло несколько дней, а столб и ныне там. Сюжет показали, да, упавший столб. Столько времени прошло после ураганного ветра. Мне очень интересно, да, так скажу, почему нету со стороны местной администрации, да, обращений в адрес ТВ Энерго, допустим, да, если чей столб упал, так скажем, обесточено, там, и ввиду этого водоколонка не работает, как было сказано, да. Вот это все вопросы местного значения, они должны работать. Но я буду разбираться, да. Непростыми были все вопросы, в том числе и по высокой стоимости угля. По поручению в РИО главы экономическую обоснованность цены на социально важное топливо проверяют служба по тарифам и антимонопольное ведомство. Параллельно ведутся переговоры с разработчиками угольного месторождения. В курсе проблемы и президент Владимир Путин. На первой встрече с президентом страны я этот вопрос понял. Сейчас плотно занимаемся этим вопросом. По моему поручению служба по тарифам рассмотрели экономическую обоснованность этой цены. Также мы после этого свои расчеты сверили Федеральной антимонопольной службой. У нас некий вариант есть, да, возможности по снижению стоимости угля. Сейчас выходим на переговоры с руководством и собственниками нашей горнорудной компании. В ближайшее время мы должны еще раз встретиться. Кстати, они где-то неделю назад приезжали, мы об этом заявили. Вот. Сейчас они взяли тайм-аут. Вот. После чего, я думаю, после нашей очередной встречи мы можем уже о чем-то сказать народу. Понятно, что часовой эфир не смог вместить все вопросы жителей республики, но абсолютно все они зафиксированы специальной службой аппарата правительства. Ведь каждая из них – это призыв о помощи и прямой сигнал о недоработках властей. Полученная информация станет ориентиром для дальнейшей работы всем членам правительства республики. Все поступившие обращения будут обработаны и изучены, заверил Владислав Хавалы. Мадр Сандан, Мирана Иргит, Тува 24.